Разрешите представить экспертную комиссию. Павлов Василий Климович, ректор Малой академии наук РСЯ. Андреев Георгий Петрович, заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Тыкушин Руслан Игоревич, директор IT-банка Якутск. И Тимофеева Кюней Михайловна, руководитель акселератора школьных проектов IT Bootcamp. Как сказали, я менеджер команды Капырина Елена. Мы Фототон. Сегодня вам представим наш проект School Guide. Мы провели КСД среди обучающихся учителей и администрации СУНСУФУ и МИТОХа и выяснили, что 87% учеников теряются в новой школе, 75% считают, что расписание меняют прямо перед уроками, и 62% не знают своего места выездники. Таким образом, мы выявили две основные проблемы. Первое – это неэффективное информирование, а второе – это трудности с освоением и запоминанием плана помещения. Две эти проблемы пагубно влияют на школьную успеваемость и активную деятельность. Наш проект School Guide решает эти проблемы. Тут промо. Лента новостей. Интерактивное расписание, интерактивная карта, а также рейтинговая система. Сюда можно будет ввести свои достижения. Наша целевая аудитория – это работники школ, а точнее учителя и классные руководители, родители обучающихся и сами ученики. Наша бизнес-модель – это B2G. Мы будем разрабатывать приложения для государственных школ и будем брать 7% с их годового бюджета на разработку. Нашими прямыми конкурентами являются дневник.ру, Знайбай и электронный дневник Sirius. Но в отличие от них, у нас будет интерактивная карта здания школы с названиями кабинетов и дополнительной информацией, что поможет быстрее адаптироваться к новой школе. Также у нас будет интерактивное расписание, изменения в которое смогут вводить сами учителя. Таким образом, в случае форс-мажора, преподаватели смогут поменять его, и у учеников всегда будет только свежее расписание. А также новостная лента мероприятий, которая будет оповещать вас обо всех предстоящих и расскажет, как прошли уже предыдущие. Основные расходы уйдут на зарплату специалистам, а именно 800 тысяч, и на прочие. Таким образом, для запуска полноценного приложения нам понадобится 1 миллион 200 тысяч. Самсон. В Якутске 138 школ. Мы предположили, что 40% из них точно купят у нас приложение. Таким образом, мы заработаем 193 миллиона. А если же брать всю республику, а именно 74% всех школ, которые используют интерактивное расписание, электронный дневник, у нас будет 1 миллиард. А если всю Россию, мы будем брать в расчет только те школы, которые считают интерфейс ныне популярных электронных дневников сложным и неудобным в использовании, а именно 11% по данным сайта Hightech Plus, то мы сможем заработать 14 миллиардов. В начале ноября у нас уже будет, мы сможем запустить MVP, а в следующем году мы планируем найти партнеров, доработать все функции, которые мы запланировали, дополнительные фичи, и запустим полноценное приложение уже в первом квартале следующего года. Вот как и представили ранее, наша команда: Петров Леонид — разработчик, Мордовской Аман — наш дизайнер. Тут есть контактная информация. Здесь можно отсканировать и скачать наше приложение. Юник. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами.
Здравствуйте, меня зовут Черноградская Александра, я являюсь менеджером команды Unik, и мы готовы представить вам наш проект Fundle. Fundle — это сайт-платформа для обучения финансовой грамотности как и акселераторов хакатонов и школьников. Мы провели КАЗДЕВ, большой опрос, где 78% опрашиваемых испытали неудобства в экономике в системе акселератора. Мы опрашивали таких участников, волонтеров, трекеров и организаторов. Наша первая проблема — это мотивация. Мотивация, ее недостаточно у школьников, и она вызвана тем, что само как преподается материал, и да. Следующая проблема — это финансовая грамотность. Многие проблемы это не освещают, хотя она является очень важной для будущего человека, а также, как правило, 38% начинающих стартапов они сталкиваются с проблемами финансирования. Вознаграждение. Мы сделали исследование, как вы можете видеть на экране. Мы проводили систему, мы испытывали нашу систему экономики на лицее, и можете видеть результаты. 75 учеников, у которых низкие оценки, они начали учиться лучше, а 25 школьников, у которых все в порядке с оценками, они больше концентрируются на материале. Здесь вы можете видеть наше решение. Это сайт-платформа Fundle для обучения финансовой грамотности. Наша целевая аудитория — это участники, организаторы, школы и ученики. Здесь вы можете видеть наши аналоги. Это Dodo, ВКонтакте и Яндекс.Маркет. Почему же именно эти аналоги? Потому что у Dodo Pizza проходит акция с Dodo-коинами, в которых начисляется вкусный кэшбэк. За кэшбэк начисляется сама виртуальная валюта, которую в итоге можно будет обменять на другие вкусности. Дальше ВКонтакте. ВКонтакте у них есть сообщество и мини-игра «Общее дело». «Общее дело» — это как раз-таки игра тоже с виртуальной валютой, где за самосовершенствование ты получаешь виртуальную валюту, становишься лучше, которую в итоге можно менять на ценные призы. А Яндекс.Маркет как фундамент маркетплейса. Вот здесь вы можете видеть нашу бизнес-модель. Наша бизнес-модель — это B2B и B2G. B2B — это сотрудничество с организаторами акселератора, а B2G — это сотрудничество с школами. Наши общие затраты — это 247 тысяч. Здесь вы можете видеть, на что и какие цифры уйдут на что-либо. А также у нас есть подписка. Подписка больше рассчитана на школы, ведь подписка зависит от количества учащихся. У нас есть ежемесячный тариф и годовой тариф. Также можете видеть цены. А также кастомизация, как же она работает. Для акселераторов и для школ у нас есть слева направо обязательный функционал, который входит в покупку, а также сам организатор или организация школы могут индивидуально подобрать набор функционала, который им нужен. Также это будет работать по типу коэффициента. Здесь у нас 8 функционалов на выбор. Это все коэффициент 1,1 функционал получается. Допустим, например, у школы 500 учеников, она покупает ежемесячную подписку, в итоге это выходит 30 тысяч рублей. Но школа хочет взять еще 3 кастомизированных функционала. Эти 3 кастомизированных функционала, то есть 30 тысяч умножается на 1,3, выходит 39 тысяч. И вот можете ознакомиться. Следующий файл — это наша стратегия рекламной кампании. Наши каналы продвижения — это SEM, это получается социальные сети ВКонтакте и Telegram, а также SEO-оптимизация сайта, текстная реклама и партнерский маркетинг. Здесь вы можете видеть наш там Samsung на экране. Там это 464 акселератора и почти 30 тысяч школ по СНГ. Сам это 62 акселератора и почти 16 тысяч школ по РФ. А СОМ это 4 акселератора в Якутии и 254 школы. Наш прототип. Здесь вы можете видеть наш сайт. Производится вход. Вводятся данные. Авторизация. Неверный логин и пароль. Дальше вход в аккаунт. Здесь вы можете видеть нашу главную страницу, стоимость, баланс, а также видите наши функционалы. Вот, допустим, профиль, аукцион, пуфик, последняя цена 30 тысяч рублей. Ой, акселькоинов. Также следующее — это задание.
Здесь можно добавить задание или же, наоборот, выполнить его. Следующее – это расписание. Вот оно, что проходит по времени, по местонахождению. Также таблица экономики и перевод акселькоинов. А также настройки. Можно редактировать профиль. И также с другой стороны можно видеть мой прогресс, витрину. Все меняется. Участник. Есть фото для школьника и для организатора. Также для школы. Следующий слайд – это слайд команды. Команда, которая выполнила этот проект. Также здесь можно оставить вот наши контактные данные, можно увидеть здесь. Раз. Давайте начнем. Добрый день, уважаемые судьи, эксперты и участники очной смены T-Bootcamp. Название нашей команды Represent, и мы рады вам представить наш проект «Мойман», а также наш второй, более масштабный проект Recreate. Про Recreate мы расскажем вам чуть-чуть позже, сейчас мы начнем с проекта «Мойман». Для начала мы выявили 3 основных проблемы. То есть первое то, что детям сложно находить для себя подходящие смены, а также записываться на них. Второе это то, что отсутствует удобная и доступная система расписаний. И третье то, что партнерам и сотрудникам Малой академии наук сложно находить определенные фотографии с различных смен. Наша целевая аудитория. Наш первый сегмент это сотрудники, партнеры и также сама администрация Малой академии наук. Второй сегмент это школьники Республики Саха-Якутия с 5 по 11 класс. Третий сегмент это их родители. В качестве решения мы предлагаем наш проект «Мойман», который имеет в себе функционал расписания мероприятий и меню, новостной ленты, систему отзывов, фотогалерею, а также подачу заявок через приложение и сайт. Дальше наш промо-ролик. В нем был показан прототип нашего приложения, именно «Мойман». То есть там есть расписание, сервисы, личный профиль пользователя, также расписание определенного дня. И очень много функционала именно вкладки сервисы, то есть там галерея, поддержка, портфолио и новостная лента. Также мы сделали анализ конкурентов и аналогов и выявили 4 основных аналогов, которые схожи по функционалу с нашим сайтом и показали в виде сравнительной таблицы. То есть мы указали плюсы и минусы каждого из них по сравнению с нашим проектом. Наше преимущество над аналогами заключается в том, что у них есть система отзывов, то есть любой родитель либо ученик может по другим отзывам либо оценкам принять для себя решение, ехать ему на определенную смену Малой академии наук или нет. А также фотогалерея, которая имеет возможность поиска по фильтрам, что облегчит поиск фото, а также система меню столовой и система уведомлений. То есть она уведомляет всех участников о произошедших изменениях со стороны Малой академии наук. Мы планируем зарабатывать с помощью системы B2B и B2G, то есть мы предлагаем другим учреждениям, либо же компаниям, таким как детским лагерям, учреждениям для общественных мероприятий и светлым будущим для школьных организаций. То есть мы делаем такие проекты, как «Мойман», то есть аналоги с очень схожим функционалом. То есть это компания, организация, которым будет нужна новостная лента, расписание мероприятий, меню и так далее. То есть мы этот проект планируем продвигать с помощью диджитальной рекламы, то есть это кликабельная реклама, которая может размещаться в различных платформах. То есть это соцсети, интернет, а также доски объявлений. И с помощью визиток и баннеров. То есть на вашем столе вы сейчас видите наши визитки. Мы также планируем участвовать в различных мероприятиях и конференциях и давать судьям свои визитки, а также размещать свои баннера на досках объявлений. А также соцсети мы выбрали Telegram и ВК, потому что там по России больше всего людей пользуются именно этими соцсетями. То есть, что касаемо соцсетей, у нас есть указ страницы компании, вы можете сканировать QR-код, перейти и посмотреть наши посты, а также наш лендинг. То есть мы там написали, какие услуги мы предоставляем, какие преимущества у нас есть, а также формы для оформления заказа. Что касаемо команды, как я и говорил, наша команда называется Represent. Я, Арсан, являюсь менеджером, Лиана дизайнером, Саша первым разработчиком, Саша вторым разработчиком и Иван маркетологом. Дальше приступим к видеопрототипам наших работ. То есть первое это проект «Мойман». То есть вы входите, создаете аккаунт, либо же у вас нет, и вы его регистрируете, вводите свои данные, почту, а также пароль и подтверждаете свой пароль. Принимаете согласие и то есть у вас в самом начале будет новостная лента, в которой будут расписаны
новости проходящих смен, а также фотогалерея с различных смен, портфолио, в котором вы можете загружать свои достижения в виде PDF-файла, расписание, смены, какие мероприятия пройдены, какие идут, какие будут, а также расписание меню столовой и какие смены вы можете подать заявки. То есть вы оформляете форму и отправляете заявку. А также поддержка, если участник по желанию может попросить помощи у малоакадемиев, информация о работниках и личный профиль пользователя. Также мы рассмотрим второй видеопрототип нашего второго более масштабного проекта Recreate. То есть любая компания либо организация заходит на наш сайт, смотрит краткую информацию о нашем проекте, то есть это наш Recreate. Также может посмотреть наши примеры работ, то есть наши уже выполненные, это уже мой ман. А также оформляет заказ, то есть он может выбрать свою цветовую палитру, свой фирменный стиль, каким видом организации он является, и уже выбирает функционал. Следующий слайд. Также по желанию вы можете посмотреть прототип приложения именно MyMan, если отсканируете QR-код. Также наш workbook, лендинг. И спасибо за внимание. На этом все. Можете задавать вопросы. Всем добрый день. Мы команда LangReader, и наш проект называется Pet Friendly Host. Pet Friendly Host – это веб-сайт для выгульщиков домашних животных, а также их владельцев. Наша основная судьба идет делится на два вида. Первое – это заказчик. Это владелец домашнего животного, он работает или учится. А второе – это исполнитель, это человек, который ищет подработку. Также мы выяснили три актуальные проблемы. Первое – это нет времени на выгул своей собаки. Второе – некому оставить своего животного на период выжженного отсутствия. А также третье – есть люди, которым нравится проводить свое свободное время в свежем воздухе, но они хотели подзаработать. Также мы провели КСДФ, который подтверждает все эти вопросы. И уже опираясь на них, мы выявили решение. Первое – это удобный сайт, в котором ты сам можешь выбрать себе выгульщика своей собаки. Второе – это выбор догситтера. Это то есть найти человека, который будет присматривать за вашим животным, а также индивидуальный подход каждого по определенным пожеланиям клиента. Здесь вы можете видеть наш объем рынка. Там у нас в рамках России, сам у нас в рамках Дальнего Востока, а также сам у нас в рамках Якутии. Справа видны наши расчеты, а также здесь ссылка на сайт, где мы брали информацию. Дальше. Здесь видны наши аналоги, которые мы оценили по 4 критериям. Это личный кабинет, GPS-трекер, отчет с фото и отзывы. Тут видны все плюсы и минусы. Также помимо этого мы провели анализ конкурентов, где выявили их сильные стороны и слабые стороны. Как вы можете видеть, собака Гуляка – это наш прямой конкурент, Робер – наш зарубежный конкурент и Цап-Царап – наш косвенный конкурент. Дальше, и уже опираясь на это, мы выявили свои главные преимущества. Это отслеживание местоположения питомца, а также специальный чат между исполнителем и заказчиком. Тут вы можете видеть нашу бизнес-модель. 79% это комиссия от услуги выгула, также 17% это комиссия от услуги передержки, и 4% то, что мы планируем в будущем, это выставление уместной рекламы. Также здесь вы можете видеть сроки и стоимость. У нас примерно будет 360 тысяч. Также и здесь наш roadmap. То есть до 1 января у нас будет тестовый релиз, а также уже где-то в феврале следующего года у нас будет публичный релиз. Вот по этому коду вы можете прийти в наше ВК-сообщество. Дальше. Также это наша маркетинговая стратегия. И наша QR-код на лендинг. А также наша команда. Хомутоева Татьяна – это наш фронтенд-разработчик. Дальше Дмитрия Саша – это наш бэкэнд-разработчик. Наш дизайнер – это Скрябина Эссена. Я Канаева Рената, менеджер этой команды. А также Картаев Аян, наш маркетолог. Сейчас мы просим включить наш прототип. Так выглядит главная страница нашего сайта. Это панель меню. А так выглядит мобильная версия. Панель меню находится справа. Вход и регистрация.
вот регистрация. Это все, спасибо за внимание. Мы хотим представить вам наш проект Any Friends. Давайте начнем с проблемы. Проблема в том, что люди, находясь по всему миру, аниме-фанаты, хотят смотреть его вместе и обсуждать. Например, я нахожусь в Москве, мой друг находится в Якутии. Мы не сможем посмотреть аниме вместе. Ну, там есть много костылей. Давайте приходим к решению. Решение проблемы данной. Создать платформу, которая поможет соединить две точки, например, меня и моего друга из Москвы, и мы сможем посмотреть аниме вместе. Давайте целевую аудиторию оценим. Фанаты аниме. Давайте сегментировать их. Это дальние друзья или аниме-сообщество, ну или просто фанаты, которые любят смотреть. Если говорить про самую платежеспособную аудиторию, то это группа аниме-фанатов от 4 человек, которым неудобно отвлекаться на рекламу во время обсуждения того или иного аниме. Давайте посмотрим про потоки доходов и расходов. Начнем с расходов. Первое. Онлайн-реклама. Получается, реклама на других сайтах или страницах во ВКонтакте, аниме-сетях. Следующее. Реферальный маркетинг. Маркетинг, который дает какие-то плюсы за приглашение друга. Дальше. Партнерство с аниме-студиями. То бишь, они будут вкладываться у нас на платформе, и из-за этого к нам будут приходить зрители. Четвертое. Хостинг. Ну, это чтобы выставить наше приложение. На продвижение продукта уйдет около 100-150 тысяч рублей, или даже больше. Ну, в эту стоимость входит и хостинг. Потоки дохода. Первое. Подписка на премиум аккаунт. Получается, вы подписались на аккаунт, и это дает вам бонусы. Второе. Рекламные партнерства. Это реклама, которая будет появляться при просмотре аниме, если без подписки. Третье. Брендированные партнерства. К этим относятся мерч, партнерство со студиями, ну и так далее. Точная сумма дохода будет видна после нескольких месяцев работы нашего приложения. Но примерно мы взяли за 300 тысяч в месяц. Следующее. Объем рынка. Мы оценили объем рынка так, что рынок аниме – это около 12 миллиардов долларов в мире. Сам это рынок России. Рынок России – это 296 миллионов. И СОМ – это наш достижимый процесс за маркетинг и за оценку конкурентов. Ну, учитывая их. Следующее. Анализ конкурентов, тех самых. Мы взяли 3 конкурента. Discord зарубежный, Anytype прямой и Anixart косвенный. Давайте разберем Anytype точнее. Anytype – это сайт, у которого есть наша главная фича – просмотр с друзьями. Но при этом у Anytype очень оптимизированный сайт и нет приложения. Но также там хорошая коммуникация, есть чаты и много аниме всякого. Дальше. Наша команда. Я менеджер, Анатолий, разработчик, Борис. Это дизайнер. Давайте, есть ссылка на прототип, лейник и ВКонтакте. Давайте перейдем к ролику прототипа. Можете включить? Ага. Тут показана главная страница. Получается каталог. Я смотрите, профиль, тема. Поменять аккаунт, там, удалить, не знаю, разные функции. Все работает на всех темах. Это уже готовый прототип полностью. Получается, удалили аккаунт, и сейчас будет показана система регистрации. Либо войти, либо зарегистрироваться. Давайте зарегистрироваться. К примеру. Вот мы регистрируемся, тут есть вход в Google или просто регистрация. На этом все. Спасибо, можете задать вопросы. Спасибо за выступление. Откуда будете аниме брать? Либо сотрудничать с всякими студиями и у них консультироваться и выставлять нашу платформу. А стриминг потянете? Стрим по аниме. Ну, в смысле, ребята же когда должны будут смотреть его, это значит потоковое видео. Потянете? Да, наверное, скорее всего. Хорошо, вот вопрос. Вот можешь вернуться к слайду с конкурентами, пожалуйста? Вот программа Discord, созданная для чата, видео, голосовых звонков, используемая многими киберспортсменами, почему-то здесь сказано, что она имеет минус в хорошей коммуникации. Можешь пояснить? Объясняю. Минус хорошей коммуникации – это то, что там очень неудобно смотреть. Я сам столкнулся с данной проблемой. Вот мы хотели с другом посмотреть что-либо. Это надо подобрать стрим с компьютера, и с телефона это будет очень неудобно, так как очень маленькое окошко,
неудобно. С телефона. А чем отличается от сервиса почты, Gather? Например, даже в айфонах встроено, я забыл, как называется, прямо через FaceTime смотришь и одновременно общаешься. Ну, это, опять же, тоже костыль, который не может включить именно аниме само вместе. Ты включаешь экран, и с этого экрана уже демонстрируешь что-либо. Тут же именно нацелен на аниме. Добрый день, меня зовут Григорьев Максим, я представляю команду Miami. Наш проект называется Reself. Это платформа для самозанятых и фрилансеров, для тех, кто хочет работать по своему графику и откуда угодно, чтобы они дальше получали опыт и продолжали свою деятельность. Проблематика заключается в том, что у новичков совсем мало опыта, и они никак не могут заработать. Также отсутствует коммуникация между сторонами, заказчиком и исполнителем. Новички отсутствие и также отсутствует финансовая безопасность. Нашей целевой аудиторией являются новички, студенты, у которых нет квалификации, клиенты компаний, которые хотят определенную услугу за приемлемую цену, также маленькие компании, которые хотят популяризировать свой продукт или услугу. Нашими преимуществами является шкала заявок, чат, форум, где исполнители могут общаться и делиться опытом. Хакатоны, команды. Они могут образовывать собственные команды или приглашать недостающих членов. Также есть бесплатный период подписки. Переходим к аналогам. Нашими конкурентами являются Хабр, Авито, freelance.com и Fail.ru. Данный проект мы планируем разрабатывать около 2 месяцев и выпустить уже накануне Нового года. Структура расходов. За 2 месяца мы хотим потратить уже около 500 тысяч рублей. И расходы за год составят около 3 миллионов рублей. Наши потоки выручки мы хотим зарабатывать с помощью подписки и комиссии в 5%. И в итоге наш чистый приблизительный доход составит около 2 миллионов рублей. С учетом всех наших конкурентов и конверсий продаж, наш реально достижимый объем рынка составит около 1,5 миллиарда рублей, $1,5 миллиарда. А также нашими каналами продвижения будут CMM, CRM, SEO и контекстная реклама, и мессенджер-маркетинг. Также у нас есть собственное ВК-сообщество и лендинг-сайт. Можете перейти по QR-коду. Наша команда состоит из 5 человек. А вы спросите, почему на сцене всего 4? Потому что один ему пришлось уйти и работать дистанционно. Сейчас покажем вам функционал нашего сайта. Демо-ролик. Вот здесь можно войти в свой аккаунт, ввести свои личные данные. Также можно регистрироваться. Здесь можно редактировать свой профиль, свою геолокацию и название. На данной вкладке заказа можете посмотреть, какие заказы существуют. А здесь список фрилансеров. Можете посмотреть их профили. Господа эксперты, а также участники акселератора. Сегодня мы хотим вам представить наш новый проект – социальная сеть Netgear. Наша социальная сеть предназначена для стать аналогом зарубежных социальных сетей. Мы провели опрос среди участников акселератора и пришли к таким данным. 57 опрошенных испытывают проблемы с использованием зарубежных социальных сетей. Также 85% опрошенных попадается контент в ленте, который им не интересен. Также мы выявили основные проблематики. Это недоступность аналогов зарубежных социальных сетей, отсутствие обратной связи с аудиторией, а также ограниченность кастомизации. Это все пагубно влияет на использование и экспириенс в использовании социальных сетей. Данные проблемы мы решили такими способами. Доступность для всех и для каждого, вне зависимости от его места проживания. Также поддержка сообщества,
продвижением стартапов и малого бизнеса. Также продвинутая система кастомизации. Это сегменты нашей целевой аудитории. Молодые люди от 12 до 20 лет – это наиболее активная часть нашей аудитории, которая постоянно сидит в социальных сетях, а также бизнесмены и предприниматели, которые предлагают свои услуги и товары на разных площадках. Также был проведен анализ объема рынка. Там это общий объем рынка, который существует, это 2 миллиарда долларов. Сам это нам доступный рынок, который составляет 920 миллионов долларов. Наш реальный объем рынка, который мы можем охватить, это 307 миллионов долларов. Аналоги и конкуренты. Из прямых мы можем ответить это ВКонтакте и Одноклассники. Из косвенных мы можем выделить это TikTok и YouTube. Зарубежные были признаны экстремистами на территории Российской Федерации. Это наши конкуренты и преимущества. Как вы можете видеть, мы тут отметили все самые важные фичи и прочие другие функции, которые недоступны или же которые мы можем изменить, улучшить. Это система нашего общего дохода. Подписка, партнерский маркетинг, а также продвижение популярных медиадеятелей, таких как ютуберы и популярные личности, которые будут приносить новый поток на нашу социальную сеть. Это структура наших расходов. Структуры на рекламу, расходы на разработку, а также затраты на маркетинг и зарплаты сотрудникам. Это наш roadmap. Мы уже представили МВП. Также в феврале 2024 года мы уже хотим запустить полноценный запуск нашей социальной сети со всеми функциями нашей социальной сети. Также будет проводиться масштабирование и продвижение, и ежеквартально будет проводиться опрос среди нашей аудитории. Это наши ссылки на ВКонтакте и наш лендинг. Это проведенная работа менеджера, а также слайды дизайнера и разработчика. Наша команда. Был спикером я, менеджер команды Saturn Skyline Виталий. Также со мной были наши разработчики Алексей, Николай, наши дизайнеры Татьяна и Ангелина. Можно, пожалуйста, представить наш демо-ролик. Как вы можете заметить, функция регистрации уже присутствует на нашем сайте. Здесь пользователь вводит свои данные, также может выбрать аватарку и зарегистрироваться. Уже есть функция входа на существующий аккаунт, просто нужно ввести свои данные. Рабочая лента, система оценивания, такие как лайки и комментарии, добавление новых постов, а также просмотр своего профиля и чужих профилей с функцией подписки. Все. Спасибо за внимание.